Ребятки, давайте все сюда вперед. Хотите все вперед, все, кто спрятался. Все с конца костела, всех ждем сюда вперед. Давайте, выходите. Все идем вперед, заходите сюда вперед все. Давайте встанем, смотрите, там у нас Пан Иисус. Да, смотрит на нас Пан Иисус. Все на коленки станем. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Pan z wami. Вітаю всіх вас, дорогие браты и сестры, во вспомину всех померлых верников. Сегодняшний день особливый, дорогие браты и сестры, когда мы вспоминаем наших померлых и просим доброго Бога, коли эта душа еще находится
у чыстцу, просім добрага Бога, каб Ён прабачыў, дараваў гэтыя кары і даў жыццё вечнае ў небе. Наш шлях – гэта шлях да неба, дарагія браты і сёстры. Таму кожны з нас пакліканы да святасці, каб стаць святым. Таму мы павінны ісці гэтым шляхам дасканаласці, ісці гэтым шляхам да таго, каб стаць святым чалавекам. Таму што святасць – гэта не ідэал, а святасць – гэта нармальны стан кожнага з нас. Кожны з нас павінен стаць святым чалавекам. Таму сёння просім добрага Бога, каб прабачыў усе грахі гэтым памерлым і вёў іх ва Царства Нябеснае. Я буду маліцца падчас гэтай святой імшы за памерлую Вавуліна Яніна, першую гадавіну пасля яе смерці, прошу добрага Бога, каб прабачыў усе яе грахі і вёў яе ва Царства Нябеснае. А цяпер годна перажыць на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкамі, занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў святых і вас, браты і сёстры, моліцца за мяне, Нехай змилуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Спрадвечны Божа, выслухай ласкава нашыя малітвы, які мы узносім да Цябе, з веру Твайго воскрослага Сына, умацуй нашую надзею, што і мы разам з Тваімі памерлымі вернікамі паўстанем з мёртвых да жыцця вечнага, праз Пана нашага Ісуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог раз усе векі вечныя. Читание книги «Мудрости Соломона». Души справедливых в руках Бога, и не докранется до их ніякая покута. В очах неразумных здавалося, что яны померли, а их смерть лічилася нещастям. Их адыход от нас лічился знішчэннем, а яны спачываюць у спакоі. Хоць в очах людзей яны здаваліся пакаранымі, их надзея поўная несмяротнасці. Пасля невялікага пакарання яны атрымаюць вялікія даброты, тому что Бог выпрабаваў іх і прызнаў годнымі сябе. Выпрабаваў іх, як золата ў печы, і прыняў іх, як ахвяру всеспалення. Падчас наведвання яны засвецяць і разыдуцца, як искры ў трыснягу. Будуць судзіць людзей і панаваць над народамі, а Пан Бог будзе над імі валадарыць навекі. Хто спадзяецца на яго, той зразумее праўду, а верныя будуць трываць пры ім у любові. Бо ласка и милосердность будет для Его выбранных. Это Слово Божие.
Сміється пан над тими, хто його боїться. Бо він веде, що його створеними. Пам'ятай, що ми з'являємося пилом. Милосердный есть Бог, и ласкавый. Дни человека, як трава, як полевая кветка, он цвіте. Ветер подзьме над ім, і больш яго няма. І ўжо месца ягонае не пазнае яго. Милосердный есть Бог, и ласкавый. Але милосердность Пана спрадвеку, і аж навеки над тими, хто яго боїться. І справедливость яго над сынамі сыноў, над тымі, хто захоўвае ягоны запавет, і помніць пра выкананне ягоных наказаў. Милосердный есть Бог, и ласкавый. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, мы ведаем, что той, кто воскресил Пана Иисуса, и нас воскресить разом с Иисусом и поставить перед собою разом с вами. Бо все для вас, как помножение ласки у многих выкликало щедрую подяку деле Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть внешне наш человек и тлеет, духовность дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дае нам безмерное богатство вечной славы, коли мы зважаем не на бачное, а на небачное, потому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом в небесах. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Такая боляться майго, каб кожны, хто верить у Сына, міў жыццё вечнае, і я воскрешу яго ў апошні дзень, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто, где здесь детки еще есть, то приглашаю сюда ближе. Если еще в костеле где-то кто-то спрятался, приходите сюда ближе, пообщаемся. Вот, вижу, бегут. Пропустите, мужчины. Вот, хорошо. Давайте сегодня послушаем Евангелию, который хочет нам сегодня рассказать что-то. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час Ісус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірите у Бога і у мене вірте. У домі Отця моєго шмат світлиць. А коли б так не було, ті сказав би я вам, що йду подрихтувати місце для вас. І коли пойду і подрихтую вам місце,
прийду знов і заберу вас до себе, каб і ви були там, где я. А дорогу, куди я йду, ви ведаєте. Каже йому Тамаш: Пане, не ведаем, куди йдеш, як же можем ведать дорогу? І Ісус сказав йому: Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отца інакш, як тільки праз мене. Гэта слово Пана. Ну что, как ваши дела? Что у вас началось? Каникулы, наконец-то, да? И что, будете спать теперь? Да? А что будете делать? В лагерь будешь ходить. И спать будешь, Анечка, будешь спать, отдыхать будешь? Ну, молодец. Хорошо. Итак, дорогие детки, какие два праздника мы переживали? Вчера и сегодня переживаем. Ну? День святых. Хорошо, это было вчера. А сегодня? Ты, хорошо. А как по-другому еще называем их? Ну, кого мы вспоминаем во второй день? Ну? Умерших наших предков. Да, правильно. 1 числа мы вспоминаем, дорогие детки, да, всех святых. Мы вспоминаем всех святых, да, а 2 числа мы вспоминаем всех умерших. Давайте поговорим немножко про святых. Да, смотрите, дорогие детки. Видите, эта картина представляет собой, да, что все святые, которые на небесах. Как вы думаете, а сколько всего святых на небесах? Много. А это сколько? 10, 20, 40, тысяча, миллион, миллиард, бесконечность? Хорошо, ну давай. Ну? 12. Ну нет, больше. Больше. На самом деле мы не можем посчитать, сколько святых, потому что, смотрите, мы знаем про святых, которых, вот, допустим, у нас есть картины в костеле. А каких святых вы знаете? Каких святых вы знаете? Ну? Иисус Христос. Ну, это наш Бог, добре. Бог. Святая Мария. Хорошо. Святой Антоний. У нас есть Святой Антоний, посмотрите, да, вот там есть вдалеке картина Святого Антония. А кого еще знаете? Святой Михаил. Святой Михаил, хорошо. Святый Николай. Кто еще давайте? Святая Агата. Святая Агата, хорошо, да. Святой Доминик. Святой Доминик, все верно. Святая Моника. Святая Моника, отлично, да? Ну давайте тут еще Ваня поднимать, давай. Святой Иван. Вы святой. Хорошо. Смотрите, дорогие детки. Да, то есть святых мы знаем каких-то вот святых, которые даже у нас в костеле. Мы даже знаем, когда мы их вспоминаем. Вот святой Ян Павел II, святая Фаустина и так далее, и так далее. Да, святых действительно очень много, мы это их знаем. Но есть, дорогие детки, да, святые, которые находятся среди нас. Да, смотрите, те имена, которые мы тоже не знаем, и они тоже находятся в небе. То есть святой — это тот, кто уже находится в небе. Тот, кто не имеет греха и привязанности к греху, и он уже находится в небе. Возможно, даже в наших лавках сидели эти святые люди. Да, те люди, которые действительно провели эту жизнь и познали любовь Божию. Да, этой любовью Божией делились. И поэтому, да, в 1 число, дорогие детки, мы знаем, да, про святых. Хорошо. Ну, как вы думаете, а в рай мы должны попасть или нет? Да, должны. Это цель нашей жизни. Все верно, это цель нашей жизни. Хорошо, молодцы. А скажите, пожалуйста, а как попасть в рай? Ну? Как попасть в рай? Молиться. Хорошо. Не делать грехи. Да. Делать хорошие поступки. Хорошо, молодцы. Уступать девочкам. Умереть. Любить Пана Бога. Хорошо. А что нам мешает попасть в рай? Ну? Грехи. Да, что еще нам мешает попасть в рай? Злой дух. Злой дух, да. Зло. Зло, да. Плохие поступки. Все верно, давай. Демон. Сатана. Хорошо, да, все верно. Хорошо, ну, я вам скажу еще такое. Нам очень мешает попасть в рай гордыня. Слышали такое слово гордыня? Нет, не слышали такое слово? Ну, вы на 100% вот это делали. Но гордиться собой — это первое. А второе, смотрите, допустим, вам учительница делает в школе замечание, и вы такие: а что ты мне замечание кто-то делает? А кто ты такая, чтобы мне тут замечание делать? Да? Мама с папой тебя наругали. Почему меня ругают? Ты же хороший, нормальный, да?
гордыня, да, то, что мой эгоизм на первом месте должен быть. Хорошо, расскажу вам одну такую историю. Смотрите, познакомлю вас с одним из любимых моих святых. Это святой Филипп Нери. Филипп Нери, имя его Филипп, да. Это мой один из любимых святых. Святой Филипп, он очень тоже любил деток. И он в Риме, когда был в Средневековье, он собирал всех бедных деток. И первое чудо, которое произошло, когда он в пещере нашел бедных деток, голодных, у них не было родителей, они были сироты. И он решил их накормить, этих деток. И сделал кашу для них с утра, начал бить по горшку. Да, выходите, выходите, детки, просыпаемся, сейчас будем завтракать. И детки такие выбежали: о, еда, еда, мы так давно не кушали. Он их накормил, и дети просят: еще хотим, еще, да, еще добавки нам. Да, и он смотрит, а у него опять полный горшок каши. Он наложил деткам кашу, потом смотрит, опять горшочек полный каши. И детки накушали, покуда каша наполнялась, до той поры, покуда детки не были уже голодными, то есть были сытыми. Но я хочу рассказать про него одну такую историю. Когда-то в Риме был такой слух. Вот вы умеете сплетничать? Да. А что это значит? Хорошо. Смотрите, был такой слух. В Риме ходил, допустим, в Лите. Ходит такой слух и говорит: появилась какая-то сестра законная, которой люди считали, что она практически святая. Люди все говорили: она так много молится, она так много там сидит, да, все молитвы знает. Вот такая святая была сестра. И Папа Римский решил проверить, а действительно ли так, что она такая святая, как про нее рассказывают. И посылает святого Филиппа. Говорит: отец Филипп, иди, сходи, проверь, действительно ли это правда, то, о чем говорят жители. Ну, отец Филипп говорит: хорошо, пойду проверю. И однажды вечером он идет в этот кляштер, в этот дом, где живет эта сестра законная. И в этот день был вечером дождь, ливень. А в то время в Средневековье не было плиток, не было асфальта. Было что? Грязь, болото, да. И, соответственно, он пришел в грязных ботинках. И как раз в этот момент спускалась эта сестра со ступенек. И отец Филипп говорит такой: о, сестра, как я рад, что сестру увидел. А вы можете мне помыть ботинки? Вы бы помыли ботинки? Вот прикиньте, я прихожу к вам в гости и говорю: как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, помоешь мне ботинки? Да? Хорошо. Ну, сестра не была такая, как вы, молодцы. Сестра сказала: я ксензу мыть ботинки? Никогда в жизни. И отец Филипп сказал: хорошо, спасибо, и ушел. На следующий день приходит к папе римскому и говорит: нет, святой отец, ей еще до святости очень далеко. Посмотрите, эта история нас учит тому, что святые люди — это те, дорогие детки, которые умеют тоже наклониться для другого человека. То есть те люди, которые познали любовь, которые действительно могут прийти, помочь другому человеку, которые умеют улыбаться каждый день, таких маленьких деталек умеют, да, делать хорошую дорогу себе в рай. Но как вы думаете, а как может выглядеть рай? Как может выглядеть небо? Ну? Красиво. Голубым. Там все белое. А там будет дома, PlayStation, и мы будем лежать так на лежаках целыми днями, отдыхать будем. Нет? Хорошо. Покажу вам еще одну святую, познакомлю вас с одной святой. Это святая Екатерина Сиенская. Она как раз-таки была в небе и видела Бога. Это одна из святых, которые видели и разговаривали с Богом, и она была в раю. У нас где-то, конечно, не будет ни плейстейшенов, ни лежаков, ни домов, но мы будем видеть Бога. И она сказала: я настолько видела Бога, столько с Ним разговаривала, видела небо, что этого было достаточно. И когда Бог вернул ее душу обратно в тело, чтобы она рассказала другим людям, она очень сильно хотела опять вернуться туда. Она говорила: здесь, на земле, мне же больше ничего не интересует. Она очень хотела попасть обратно к Богу, потому что, дорогие детки, наша цель нашей жизни, как я уже с вами говорил сегодня, это попасть куда? В рай, в небо, быть святыми. И святой Филипп Нери с детками, которого я уже показывал, пел всегда одну такую песенку.
на итальянском языке парадизо, парадизо, префериско парадизо. В небо, я хочу попасть в небо. И это очень классные слова. Потому что наше желание действительно должно быть такое, что я хочу попасть в небо. Вот мое желание, это моя единственная цель жизни, попасть в небо. И надо прожить эту жизнь очень хорошо. Ну ладно. А что мы празднуем 2 числа? Ну, за всех умерших, мы уже с вами говорили. Да, смотрите, дорогие детки, мы вспоминаем сегодня всех наших умерших. То, что вы видите перед собой, это чистилище. Да, это картина, представляющая нам чистилище. Да, что души, которые еще не попали в небо, у них есть возможность попасть еще, да, в небо. В чистилище душа очищается. А как мы можем помочь, дорогие детки, душе попасть в небо? Молиться. Хорошо. А как это? Получается, я помолюсь «Отче наш» и минус 5 минут? Я помолюсь «Кружанец» и минус 20 минут? Нет, ну все верно, правильно. Смотрите, да, то есть наша молитва помогает. Помогает душам, которая находится в чистилище, она помогает им попасть в небеса. Но самая большая, дорогие детки, да, самая большая молитва – это здесь, на алтаре отбывается. Святая Мша – это самая большая молитва за какого-то умершего. Но в эти 8 дней, дорогие детки, мы тоже можем помочь кому-то из наших предков. Допустим, я когда родился, я даже не видел ни одной своей бабушки. У меня уже бабушки все умерли были. Я ее даже ни разу не видел. Да? Месяц перед моим рождением умирает последняя моя бабушка. И вот как я могу ей помочь? Действительно, да, только через молитву. Могу помогать мертвым через молитву. И смотрите, эти 8 дней нам даются для того, чтобы мы посетили за эти 8 дней посетили кладбище и помолились за какого-нибудь одного умершего. Можете подарить им такой подарок, да, вашу молитву, чтобы они быстрее попали на небеса. Ну хорошо, еще такой вопрос к вам. А если эта душа уже попала в небо, а мы за нее до сих пор молимся, то что, эти молитвы пропадают? Это душа перекидывает другим. Все верно, да? Бог отдает молитвы другим душам. То есть твоя молитва всегда будет по помощью для другого человека. И костел, дорогие детки, тоже всегда молится. Мы в костеле каждый день молимся за людей, которые говорят некоторые, а я буду молиться за тех, кто уже не помнит, за тех души, за которых никто не молится. Это неправда. Мы в костеле каждый день молимся даже за те души, про которых уже давным-давно кто-то забыл. Да? Даже, может, про меня кто-то забудет уже через много лет. Но костел всегда помнит, костел всегда молится за каждую душу. Поэтому, дорогие детки, эти 8 дней вам даются для того, чтобы вы пришли в эти 8 дней на кладбище. Выберите один день с родителями, либо сегодня с сестрой. Сегодня сестра Тереса идет тоже на кладбище. Кто хотел бы с ней к ней присоединиться, то можете после мши с ней пойти на кладбище помолиться. И когда вы помолитесь, можете подарить для одной душе ваш подарок, чтобы эта душа быстрее попала на небеса. Договорились? Помогите, детки, с душам сегодняшний день, потому что сегодняшний день очень важный. Давайте продолжим нашу молитву. Вызнаем нашу веру. Веру единого Бога. Бога собрал, нога от Бога собрал. Жена нога не створена. Один раз развернул
праз Ісуса Христа, які перамог смерць і хоча прывесці ўсіх людзей да хвалы воскрешення, даверым Богу наши просьбы і молитвы. Молимся за святый костел, каб ён, удзяляючы святыя сакраменты, вёў людзей да новага жыцця. Молимся за ўсіх памерлых вернікаў, каб так, як зярні кінутыя ў зямлю, яны абудзіліся да жыцця ў вечным шчасці. Молимся за памерлых святароў, законных сестёр і братоў, каб Христус, якога яны наследавалі ў сваім жыцці, стал іх узнагародаю. Молимся за памерлых кіраўнікоў дзяржаў, правадыроў народаў і дзеячаў культуры, каб у небе Бог быў іх айцом і праўдай, якую яны шукалі, а таксама храством, якім яны захапляліся ў стварэннях. Молимся за наших памерлых бацькоў, родных, дабрадзеяў і ўсіх, за каго мы абяцалі маліцца, каб, дзякуючы Божай міласэрнасці, яны былі далучаны да шэрагу святых. Молимся за нас, тут присутных, каб мы былі вольныя ад зямных уподабанняў і шукалі вечных каштоўнасцяў. Помолимся в интенции Святой Мши за померлую Вавуліна Яніну у першую гадавіну пасля смерці, просячы добрага Бога, каб прабачыў усе грахі і вёў яе ў валадарстве небеснае. Нас, о Пане, да веру скликаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, да веру скликаем, почуй нас, просим Тебе. Боже, про заслуги Твоего одинородного Сына, выслухай наши покорные молитвы. Будь милосердны до усіх померлых верников и прими их до своего владарства любові и спокою. Праз Христа, Пана нашего. Одари
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, глянь ласкаво на хвярне дари, які ми Тобі приносим, і усіх померлих вірників прийми у славу Твоего Сина, з яким нас єднає гете великий сакрамент любові, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, угору серце. Подякуй Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз грэх смерць прыйшла на свет, і ўсе мы яе подуладныя, але дзякуючы Тваёй айцоўскай любові, Христос нас адкупіў, перамогшы смерць, і вядзе нас да новага жыцця. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб. І падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете, удоскональ його у любові разом з папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які постули надій на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго,
Просим Цябе, смилуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом і Ябраннікам, со святымі апостолами, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і в Христе, Табе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святый будь имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что денно подай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас сего злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Во Твое благодарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане Ниху, как ты вошел ко мне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Просим Тебе, добрый Ойча, учини, как усе померлые верники, за яких мы склали Тебе пасхальную ахвяру, увошли в владарство Твоего святла и супокою, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марии, Маті Твоей, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який піковався Тобой після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якого духовно хочу усиновить, який знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні будзем маліцца супольна. Інтэнцыя жывога ружанца на лістапад у інтэнцыі удзельнікаў усіх малітоўных і апостальскіх груп, якія дзейнічаюць пры парафіях дыяцэзіі, аб руплівым выкананні удзельнікамі гэтых груп малітоўных абяцанняў і ўчынкаў міласэрнасці. На гэтым тыдні ў літургіі будзем адзначаць 4 лістапада ўспамін святого караля Барамея біскупа. 6 лістапада, першы чацвер месяца, молімся аб новых пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага служэння. 7 лістапада распачнем навенну перад урачыстасцю Найсвяцейшай Панны Марыі Вострабрамскай, Маці Божай міласэрнасці, галоўнай апякункі нашай дыяцэзіі. До 16 лістапада, пасля вячэрняй святой мшы, пры алтары Маці Божай Вострабрамскай будзем маліцца, даючы ўсіх нас, асаблівай апецы Маці Божай. Гэта таксама першая пятніца месяца, молімся да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. На працягу актавы урачыстасці ўсіх святых асаблівым чынам будзем маліцца за памерлых, каб добры Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Кожны дзень на працягу актавы з раніцы ў 8:30 святы ружанец з выпамінкамі, ў 9 святая мша злучаная з ютранню за памерлых, вечарам у 17:30 святы ружанец з выпамінкамі і ў 18:30 святая мша з нешпарамі за памерлых. За выключэннем заўтрашняга дня 3 лістапада, заўтра вечарам выпамінкі распачнем у 17:00. І 8 лістапада, заканчэнне актавы, пасля імшы вячэрняй у касцёле адбудзецца працэсія з малітвай за памерлых. 9 лістапада, нядзеля, ахвяры, якія будзем збіраць падчас святой мшы, будуць прадназначаны на будовы новых касцёлаў. Святыя імшы за памерлых, спачываючых на могілках нашай парафіі, будуць цэлебравацца ў наступныя дні. У 8:30 святы ружанец з выпамінкамі, а ў 9 святая мша ў наступныя дні. 10 лістапада за памерлых, спачываючых на могілках у Пашках, 11 лістапада за памерлых, спачываючых на могілках у Плясавічах, 12 лістапада за памерлых, спачываючых на могілках у Цвермах, 14 лістапада за памерлых, спачываючых на могілках у Цябах, а 15 лістапада за памерлых, спачываючых на могілках у Споркаўшчыне. У закрыстыі можна набыць календары на новы 2026 год на беларускай і польскіх мовах. Дзякуем усім, хто малітвай, ахвярамі падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На гэты тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Озбавча Хостио годности, солю до небес светишь брат, но и сроги нам верных ти, дай силы помощь, зесли нам еднему в Троице владце
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.